Это черно-белая фотография, единственная, что осталось у семьи племянника ветерана, на которой запечатлен Абдурахман Беков. Он родился здесь, в селе Икажево, в 1917 году, перебрался на учебу в город Орджоникидзе. Оттуда и призвался в армию накануне трагической для всего народа СССР даты. Армия вахал в 40 году. Цыгач Ленинградской области хануер служить здесь. Я мол без муж хану после кяхцу я сдал. Я хану чьи вахалос. Чьи письмо я сделал. В 1941 году он попал в Волховский фронт. Сержант Абдурахман Юсупович Беков был командиром отделения 285-й стрелковой дивизии. Тогда же в ходе ожесточенных боев в Ленинградской области был ранен. Пролежал в госпитале. Я в госпитале улучшана. Цычихан қалсы язде письмо дар медсестра язде он аяз служ сылты цычыр юх тавен арбан шылтя юх цытам давахачы письмо яздят ухудхадак что тацах письмо яздят окружение датро аз письмо да яздал хсу пока хам письмо мы язди извожа в дальнейшем он здесь он связь даяний он оказывается цыгич цыхан цыюка периода винуер, там винуер. Там это мотыгиш сансигер, да хада это суртыш даярыш, я мотыгиш, рахала болотности, эшти бирс мотыгиш, цахан арики, аники, ханху гикыз. Цыгиш лата дейсан, ханат иштамаш хан мотыгиш эжи. Цыгиш эшт вину, там тваха вину. В 1942 году погиб, защищая мирное небо над Ленинградской областью. Известно и точное место гибели нашего героя – селение Родофиниково. Там же установлен и мемориал памяти павших в этой местности воинов Великой Отечественной войны. Эти фотографии сделаны племянниками ветерана после того, как сведения об этом семье передал государственный, партийный и общественный деятель, политрук Великой Отечественной и правозащитник Туган Мальсагов, который и основал Ингушский музей краеведения. Рядом с Родофиниково располагается село Дубовики, где в братской могиле похоронен и Абдурахман Беков. что масса делать духнах бяр хагул бяр цитон цхан буамел бяр нахом братский могил бяр что табех кабяр тогда зер винцы деревня Дубовики Родофиниково я хожу в цехила деревня есть цыгач есть стела зерлата ханват цыгач буабя нахе бергиште бол у списка это вер о яке цыгач фамилии он зерлата зерлата он деется хана але Беков yani izlattı. Цыгач daha цыгач yurtta oluşu сыгач камал звож ахдицы чо оказывается чо жестокий кыз божлахта цыгач дейся ана духнах баба дух адам да дорсар оз ал бел ачмал этаж ан хандат ал дейся издежде йохорсар. Многие сведения о нашем ветеране утеряны в результате депортации ингушского населения в Казахстан, поэтому информации о нем мало, рассказывает Ахмед. Но если и есть человек, который знал его лично и может о нем рассказать, так это Эдельгерей Хамчиев, которому, к слову, 95 лет. Дедушка является родственником ветерану по материнской линии. Вейхастер дуцудат исловатш сакмана боккула диха дино остворшта горкер воздур адрама дисагор цхана хацалва шикуна хал хаджа في داوش استش واخ جورير سيجر ارمي وها لا استرير تخ Бековы и Хамчиевы, соседствующие несколько десятилетий представители двух тейпов, уже приходятся родственниками друг другу. Проживают здесь по улице Бекова, названную в честь ветерана. На улице Бекова протяженностью около 1 километра сегодня располагаются сотни частных домовладений. Но еще в 30-х годах здесь их насчитывалось около 10. А конкретно в этом доме жил и наш герой, ветеран Великой Отечественной войны Абдурахман Беков. Родные ветерана хотят еще раз навестить место захоронения своего дяди. Так и не успев создать семью, он погиб в 25 лет, защищая мир от фашистских захватчиков. Адам Мережков, Абдулла Халухоев. Новости 24.